Здравствуйте! Сегодня на канале Сахамедиа очередной выпуск передачи «Акцент». Сегодня наш гость, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия Георгий Михайлович Степанов. Тема нашей встречи – эффективность предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России посредством электронных сервисов сайта ПФР и через филиалы МФЦ. Георгий Михайлович Степанов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. В 1995 году окончил Дальневосточную академию государственной службы в городе Хабаровск по специальности государственное и муниципальное управление. С 1997 года в системе Пенсионного фонда России. Георгий Михайлович, здравствуйте. Добрый Сегодня день. Пенсионный фонд России – это один из наиболее крупных социальных институтов в стране. Это, во-первых, система оказания государственных услуг по пенсионному обеспечению. Мы знаем, что в последние годы Пенсионный фонд, ему делегированы и другие социальные значимые функции. Какие услуги сегодня предоставляет Пенфонд? Да, вы совершенно правы. Сейчас Пенсионный фонд выполняет разные социальные функции, которые на нас возложило государство. Но многие нас все-таки воспринимают в большинстве своем именно как орган пенсионного обеспечения. Но вот с началом нулевых, с 2000-х лет у нас произошла очень сильная трансформация вообще пенсионной системы. И, конечно же, на наш пенсионный фонд вот в связи с изменяющимися социальными, экономическими условиями были возложены новые государственные услуги, которые не свойственны как органу пенсионного обеспечения, но тем не менее законодатель решил именно так и не иначе. Сегодня мы занимаемся вопросами реализации законодательства о материнском семейном капитале. Вы помните, у нас в 2005 году произошла монетизация, а в 2004 году произошла монетизация льгот. Все, значит, вопросы, связанные с установлением и выплатой ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, тоже возложены на Пенсионный фонд. Мы сейчас реализуем государственную услугу по оплате проезда неработающих пенсионеров к месту отдыха и обратно. Также мы выполняем отдельные поручения, которые на нас возлагаются или главой государства, или отдельными нормами федерального закона. В частности, вот последнее, что мы реализовали, это было осуществление разовых выплат компенсационных участникам Великой Отечественной войны по указу президента. То есть вот такие у нас еще есть отдельные, мы выполняем социальные функции государства. Георгий Михайлович, понятно, что электронные сервисы – это требование времени ваших клиентов, и это упрощает в определенной степени работу. Активно ли граждане республики, в том числе и в районах, пользуются такими формами для получения госуслуг? И как вы считаете, какие услуги наиболее востребованы сегодня? Пенсионный фонд – это один из крупнейших, как вы сказали, социальных институтов, который в последние годы очень активно внедряет электронные сервисы. Во-первых, я хотел бы начать с нашего сайта, который интегрирован с порталом государственных услуг. И на нашем сайте каждый гражданин может завести личный кабинет застрахованного лица. Предприятия могут зарегистрировать и открыть кабинет плательщика. И все взаимодействия с органами пенсионного фонда вести именно посредством электронных сервисов, без обращений в органы пенсионного фонда. Самое распространенное, значит, взаимодействие у нас в данное время осуществляется со страхователями. У нас ежеквартально более 72 тысяч страхователей сдают отчеты в Пенсионный фонд.
Из них практически 90% страхователей сдают именно отчеты электронным способом. То есть они не приходят. То есть вот через эти электронные сервисы? Да, по интернету, именно электронным сервисом, воспользовавшись электронным сервисом. Конечно, нету очередей, нету нервотрепки, нету потери рабочего времени для работников этих предприятий. И, конечно же, это упрощает работу органов пенсионного фонда и наших специалистов. Это один пример. Ну и второй пример, который касается непосредственно наших пенсионеров, это возможность через личный кабинет застрахованного лица формировать необходимые ему документы. Документы о трудовом стаже он может сформировать, документы о своем расчетном пенсионном капитале, документы о суммах выплаченных пенсий. Это все можно сформировать в личном кабинете застрахованного лица. Кроме того, на этом портале госуслуг есть одна опция, которая позволяет гражданину, допустим, вы обратились, вам нужно представить, допустим, в органы соцзащиты сведения о вашем трудовом стаже. Допустим, вы ведь претендуете на звание ветеран труда, да? Вы обращаетесь на наш сайт, вы формируете документы о своем трудовом стаже и направляете с помощью сайта госуслуг в орган социальной защиты вашу справку о вашей трудовой деятельности. И в этом случае этот документ будет иметь юридически важное значение. То есть это будет заверенное государственным сайтом услуг документ, который орган соцзащиты обязан будет принять. Вы убиваете двух зайцев сразу. Вы не приходите к нам раз, вы не ходите в орган соцзащиты два. Ну и, конечно же, сэкономленное время. И таких примеров достаточно много, поэтому я бы посоветовал зрителям, читателям ИСИА зайти на сайт пенсионного фонда и посмотреть. К сожалению, у нас не очень много народу пользуется, да, вот так, как нам хотелось бы, но уже активные пользователи у нас есть в Якутске, в Мирном, в Нерюнгри, в крупных центрах. Поэтому здесь все зависит только от воли самого заявителя, ну и, конечно же, возможностей телекоммуникационных средств связи. Вот, кроме того, мы с июня месяца, оказавшись в числе пилотных регионов России, сейчас внедряем метод, способ, вернее, назначения пенсии, подачи заявлений и документов через личный кабинет застрахованного лица. То есть, если у вас есть все документы, вы можете отсканировать их дома, в точках общественного доступа или где вы можете, и, сформировав пакет документов, отправить в орган пенсионного фонда эти все документы телекоммуникационным способом телекоммуникационных сетей, да, через интернет, проще говоря. И у нас уже 13 человек воспользовались этим правом, 10 гражданам мы назначили пенсию, и 3 гражданам мы провели перерасчет. Конечно, это на миллионное население капля в море, но самое главное, начало есть. И здесь я бы хотел привести один очень такой жизненный пример. У нас в Якутске к нам обратился гражданин, который постоянно проживает в городе Мирном. Он по состоянию здоровья, он сейчас лечится в медицинском центре города Якутска, а наступление пенсионного права, то есть возраст 55, вот-вот уже наступил. Лечение, к сожалению, не закончилось. И он обратился к нам в отделение, мы посоветовали ему зарегистрироваться на портале госуслуг и с помощью наших средств связи отправить заявление указанным способом. И вы знаете, 16 июля человек сформировал все документы, написал заявление и отправил по каналам связи через свой личный кабинет на нашем сайте. И 18 июля и 26 июля мы ему уже пенсию назначили. И в то же время он продолжил получать медицинскую помощь здесь, в городе Якутске. Георгий Михайлович, а какие проблемы существуют, вернее, препятствуют увеличению охвата населения такими совершенно замечательными электронными сервисами?
И в этом случае взаимодействие отделения с филиалами МФЦ решает вопрос доступности услуг пенсионного фонда. Мы сейчас через многофункциональные центры реализовали 13 государственных услуг, то есть граждане могут путем обращения в МФЦ получить 13 услуг пенсионного фонда, и готовим к реализации еще 4 услуги пенсионного фонда. И к концу этого года мы планируем таким образом довести общее количество предоставляемых на базе многофункционального центра и его подразделений в районах и городах услуг, оказываемых пенсионным фондом, до 17. Но здесь есть очень такая, ну как бы сказать, проблема. Вот за первое полугодие к нам обратилось порядка 190 тысяч граждан в наши клиентские службы пенсионного фонда. Из них порядка 130 тысяч, да, то есть подавляющее большинство вопросов могли, в том числе, предоставляется и на базе МФЦ. Но в МФЦ обратилось всего 4% от всех этих 130 тысяч. Да, то есть народ не идет туда. По привычке идут? Да, вот мы тоже все время делаем постоянно опросы, почему вы не идете в МФЦ. Когда я выезжаю в районы, я обязательно посещаю, именно в том числе многофункциональные центры, и там зачастую можно наблюдать такую картину. Значит, очереди в пенсионном фонде, особенно в периоды каких-то кампаний, и, значит, пустые кабинеты, да, ну да, очень такие лояльные условия в многофункциональном центре. На вопрос, почему вы не обращаетесь туда, потому что, как правило, они размещаются рядышком, особенно в центрах, в центре райцентров, извините за тавтологию, но постоянно вот МФЦ и мы вместе расположены. Но ответ один очень простой. Нам как-то привычнее идти к вам. И ради этого они готовы отстоять там очередь, если она... У нас в районах-то особых проблем нет, у нас есть определенные проблемы в Якутске, в Нерюнгри. Допустим, в таком крупном райцентре, как город Мирный, у нас проблем с очередями абсолютно нет. Да, вот сколько я туда не ездил, и нарекания оттуда не поступает. В принципе, есть возможность организовать работу таким образом. Это что касается МФЦ. И второе, конечно... Вторая глобальная проблема, наверное, да, потому что все-таки проблема есть, это качество связи на территории нашей республики. Все-таки сложно наверняка на наших 3 миллионах квадратных километрах обеспечить такую быстродействующую связь. Тем более, допустим, почти все северные районы у нас находятся обеспечены спутниковыми каналами связи, которые даже в нашей работе внутри системы ПФР создают определенные трудности. Очень низкое быстродействие, качество связи иногда страдает, чего уже говорить о массовом использовании в интернете. Поэтому все-таки надо быть реалистами. Я всегда трезво оцениваю возможности, которые у нас есть в будущем. То есть сейчас на данном этапе активными основными пользователями электронных сервисов всех государственных органов будут, скорее всего, являться горожане. Там, где есть оптоволокно, там, где приемлемые цены на интернет, там, где созданы необходимые сервисные технические условия для того, чтобы люди могли воспользоваться интернетом. И кроме того, здесь я бы хотел отметить, что у нас в Якутске и в других городах нету общественных центров доступа к телекоммуникационным каналам связи. Если в Западной Европе это очень широко распространено, то у нас в основном дело ограничивается интернет-клубами. Но и то, я смотрю, в Якутске их уже практически не стало. Был какой-то период, когда они были практически в каждом дворе, но не каждый может себе позволить сейчас платить за интернет по 800-900 рублей в месяц, иметь, необходимую технику, да, и в этом случае эти общественные центры доступа к интернету могли бы быть большим подспорьем именно для этих категорий граждан. На мой взгляд, у нас в республике работа в этом направлении не очень. Не на недостаточном уровне, я бы так сказал.
Ну и в завершении такой уже более на практический вопрос. Если человек, скажем, очень редко пользуется вообще, заходит в интернет, пользуется какими-то электронными услугами, может ли он, вот, скажем, услышав нас, обратиться либо в отделение пенсионного фонда или там по месту жительства в районе, и специалисты ему дадут консультацию, то есть или по телефону горячей линии, насколько я знаю, она у вас тоже есть. Да, безусловно, мы используем все имеющиеся у нас технические возможности. У нас уже давным-давно работает такой сервис, как онлайн-приемная на сайте отделения. Туда поступают различные вопросы. Мы их подразделяем на две категории. Вопросы индивидуальные, когда мы готовим индивидуальный ответ, да, когда задают конкретные вопросы по факту пенсионного обеспечения, или вот общие вопросы, когда задают общие такие правовые вопросы. Мы все эти буквально в течение дня мы отвечаем на нашем интернет-портале, на нашем сайте. Мы не критично относимся к количеству тех или иных запросов или вопросов. Мы относимся критично к качеству предоставляемых нами услуг и тому, как эти услуги, процесс получения этих услуг оценивают наши граждане. Вот для нас это критично, важно, и это то, над которым мы постоянно работаем. Сегодня гостем нашей программы был Георгий Степанов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Мы говорили об электронных сервисах, или вернее даже о том, что государственные услуги Пенсионного фонда России можно получить через электронные сервисы и через филиалы МФЦ. Так что мы призываем всех наших жителей республики, кому это необходимо, и кто рано или поздно столкнется с этим в своей жизни, обращаться, или вернее воспользоваться вот такими новыми современными сервисами.